Новая производственная линия по выпуску полимерной упаковки с нанесением офсетной печати на тару не имеет аналогов в Центральной Азии. Общая стоимость проекта составляет 6 миллионов 300 тысяч долларов, 3 миллиона из которых выделено по линии финансирования Российско-Кыргызского фонда развития. Восстановление экономики и стабилизация ситуации в Кыргызстане позволяет компаниям планировать свою дальнейшую деятельность, получать кредиты и развивать производство. Сегодня, по итогам 2020 года, оборот компании составлял порядка 7 миллионов долларов. Уже в этом году компания планирует выйти на 9 миллионов долларов оборота. 90% продукции компании идет на экспорт в соседние страны – Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Высокотехнологичное оборудование позволяет выпускать упаковку для пищевой, химической и фармацевтической отраслей. Сегодня завод обеспечивает работой 85 человек. У нас есть очень много клиентов Кыргызстана, лакокраска и продукты питания. Все крупные компании в этих отраслях работают с нами в данный момент в Кыргызстане. В планах компании расширение производства и открытие офисов в других регионах республики, что позволит отпускать продукцию покупателям из Кыргызстана по более низкой цене. Также в результате расширения производства ожидается появление еще 30-40 рабочих мест. Внедрение новых технологий удешевит производство продукции почти в 3 раза. При поддержке фонда предприятие расширило территорию завода с 3500 квадратных метров до 7000 квадратных метров, что увеличивает производственный потенциал предприятия в ближайшем будущем. Линии финансирования фонда после пандемийных ограничений были возобновлены в июле 2021 года. За этот период, по словам председателя правления РКФР Артема Новикова, были подписаны кредитные договоры с компаниями на сумму свыше 20 миллионов долларов США в разных сферах, от сельского хозяйства до фармацевтики, текстильных кластеров и швейных технополисов. Сегодня на рассмотрении фонда находится порядка 50 проектов на сумму более 200 миллионов долларов. Нурбек Иманов, Азамат Джапаков, Алатот 24.